Глава Ингушетии проинспектировал сельское поселение Алхасты. Руководитель региона пешком прошел по центральной улице, сделал небольшие остановки в проблемных точках. Речь, в частности, шла о развитии АПК, коммуникациях, дорогах, энергосетях и водоснабжении. Что касается развития сельского хозяйства в предгорной зоне, то руководитель региона остался недоволен контролем со стороны властей за использованием пахотных земель. Руководитель субъекта поручил подготовить документы и вернуть в собственность государства все земли. На улицах Ахриева и Речная к обходу главы республики присоединился директор Ингушэнерго, который внес ясность по вопросам энергоснабжения. Проблема, связанная с подачей электричества в этом районе, разрешима только при условии замены основных коммуникаций. Глава региона также посетил объекты здравоохранения и образования. Близ первой школы он определил место для строительства детского сада, а в самом общеобразовательном заведении будет реконструирован спортивный зал. Проблемы с подачей воды, задолженность за коммунальные услуги, отсутствие общественного транспорта. Эти и другие вопросы прозвучали на сходе жителей Алхасты. Там присутствовал глава региона. Некоторые вопросы удалось решить на месте, а на устранение более серьезных проблем потребуется время. Слово Индире Манкиевой. Сход жителей открывает глава села своим отчетным докладом о социально-экономическом развитии сельского поселения. Магомед Сычоев отчитался руководителю субъекта о том, какая работа проводится в селе по его развитию. Основные проблемные вопросы – традиционные коммунальные платежи, отсутствие воды и воспитание молодежи. С бюджета сельского поселения было запланировано 73 тысячи рублей. Фактически получено 100 тысяч. Количество объектов по линии здравоохранения – 1 врачебно-амбулаторный. Количество объектов розничной торговли – 14. Количество объектов по оказанию услуг связи – 1 поштовое отделение, состоящее на учет для получения земельных участков 297 семей. Далее слово взял зампред правительства Магомед Ужахов, который доложил о ситуации с оплатой коммунальных услуг, которая в этом селе не самая лучшая. Цифры неутешительные. Здесь к жителям села прозвучала просьба оплачивать хотя бы текущие платежи, чтобы не копить заоблачные долги перед коммунальщиками. Всего по Алхастам по электроэнергии 425 лицевых счетов. И по данным филиала МРСК Ингушэнерго задолженность по 15 лицевым счетам. У всех остальных платежей неплохие, хорошие. По 15 лицевым счетам задолженность на 1 июля составляет 396 тысяч рублей. Список у нас имеется. По газоснабжению в Алхастах у нас 420 лицевых счетов. Задолженность перед «Газпромом» и «Ливангазом» с учетом долгов прошлого года, они свыше 2 миллионов рублей, составляет 5 миллионов 815 тысяч рублей. 2017 года текущий платеж они накапливают. Август 50 – это другой вопрос. Ну ты должен знать, что у тебя долг есть. Ну текущий, вот даже там субкладуешь, а вот еще, там нажди на текущий платеж, они якшу не накапливайте. Вот это шуга. А видишь, долг с 55 дней дать нет такого. И с 50 план может там дать. Чтобы это было. Но текущий датил. А это пускай там висит, мы там будем разбираться. Текущий датил, это шуга. Вслед за этим докладом сразу посыпались вопросы и возмущения со стороны жителей. Все они в основном связаны с неудовлетворительной работой сотрудников региональной газовой компании. Мол, отключают газ даже при минимальной задолженности 1000 рублей. Некоторых интересовала оптовая цена на газ в нашей республике. Сколько стоит кубометр газа? 5,35. Он платит. 5,35. А с 1 июля 5,47. Годовик. Объясни по этому поводу. Почему там 3 счета, а здесь 5 счетов? Объяснить тяжело, потому что определяется для каждого региона и для каждой республики конкретно. Та цена, которая сейчас действует с 1 июля в 5,49 за 1 кубический метр, она утверждена нашим РЭКом республиканским. Также прозвучал вопрос и о отсутствии воды в селе. Некоторые жители выразили готовность помочь местным властям в решении этого вопроса, лишь бы он сдвинулся с места. На это обращение ответил сам лично Юнусбек Евкуров.
Добивачат цайочандо, махажлазия денцахар сусирал кубогеят. Когда ты пожмотки же резервовать, нергаз, вольгаз, August Россия почему ханчана первый все, да первый, я вопрос, первый, хан вопрос, именно военный новость где. Так он халк может бал ждать, но у Йорта бал лучше участка же. Ты че аяр же, военный турбо за план где ты сейчас яштулат, а турбо же делал же. Они уже мукля, школа, конечно. Туда учиться программа, а вот я дал энергии, возьму так даже, как он что так что должен дать. Сюда я делаю с водопровод, они учат, что я должен. Водопровод, они учат. Они учат, что центральная линия, а разводка же минимальная, только что здесь браться. Помимо всего прочего, жителям также пообещали решить вопрос с отсутствием у села собственного общественного транспорта. Дивен хатто же цамбета заботно бацуз мы физ автобус дояха. Вот болгар зоу жиги житах деши болгар циш бабмчип. Азбахазиз автобус юх васны диан енерсо. Дедян васны дедалар 6-10 хаузерс. Хансу васны дедян хазрязю дают жихсозер. Узбек Евкуров сделал замечание местным властям за то, что они проводят подобные исходы села регулярно, хотя бы раз в месяц. Также поручил активизировать работу местных депутатов и молодежных советов. Каждый улица особенно не приехали, где надо траншеи копать. Улица на Хагоби, улица старшая, а вот вы. Строитель же отбил, карта отшагивал, шхарца хапака, харя, ханяч, газопровод, тротуар же, в карточке зигзагом делаешь, что не чепаешь. Тротуар поположь, мы дорежем, дитя куна. Что получается, мы для вас уже шабот ваганта, а другие спрашивают, дальше аналин, а вы до сих пор об этом не знаете. А для меня Иса на мяжике то есть, но на администрацию, Дом культуры, администрацию, везде это все повесить. Когда, что планируется в селе делать. Надо то же самое. Вот это выше. Поможете себе, почему не контролируете? А вот это выше, вы федеральный что добежит. Сход граждан продлился несколько часов. За это время были подняты самые болезненные вопросы, и многие проблемы получили свое решение здесь же. Индира Манкиева, Адам Далаков, Новости 24.